Вот если вам интересно, за что у оккупантов можно угодить в тюрьму или получить штраф, то знайте, за то, что вас тегнули в публикации, которую тамошние силовики посчитали экстремистской. Известно, что вот Фезу Диеву обвиняют в том, что еще в 2014 году ее отметил в своей публикации в соцсети другой мусульманин, Тагир Минибаев. А публикация это была о преследовании мусульман в Татарстане. То есть, представляете, вы ничего не писали, ничего не публиковали, просто у вас на странице появился пост другого человека. И вот спустя 5 лет вас хватают на улице, везут в часть, в отделение полиции, в участок, держат там несколько часов, проверяют, не наркоман ли вы. Потом выпускают и говорят: приходите завтра, мы будем решать, что с вами делать. Оштрафуем или посадим на несколько суток. И происходит это все с глубоко верующими многодетными матерями. Такая вот ситуация, в которой можно оказаться в Крыму. Сегодня активисток ждут суды, на которых оккупанты будут решать, выписывать женщинам штраф или посадить многодетных матерей на несколько суток. Заседание так называемого Киевского районного суда Симферополю по делу Мумине Салиевой назначено сегодня на 9:30. А заседание по делу Фезу Диевой состоится через час, в 10:30. И еще о трагических датах в нашей современной истории, которые произошли на этой неделе, связанные с оккупацией Крыма. Утром 26 мая 2014 года ушел из дома и не вернулся Тимур Шаймарданов. По словам его близких, Тимур собирался пойти в банк, в 10:15 позвонил матери, затем отцу, сказал, что в ближайшее время ему звонить не стоит, будет занят очень важным делом. После этого больше не выходил на связь, и где он до сих пор, неизвестно. А 24 мая 2016 года был похищен член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Его похищение сняла камера наружного наблюдения, о его судьбе тоже ничего не известно до сих пор. 30 мая 2014 года в Симферополе исчез 33-летний крымский татарин, патриот Украины Сейран Зенединов. В тот день он как раз занимался поиском пропавшего накануне Тимура Шаймарданова. Известно, что вечером у его дома караулили неизвестные. Когда Сейран возвращался домой, его затолкали в машину, и все, что смогли сделать оккупационные силовики, это открыть дело об исчезновении Сейрана Зенединова, но искать, естественно, его никто там не собирался. И в этом уверен председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Он говорит, что оккупанты никогда не ищут тех, к чему исчезновению причастны сами. А это еще как минимум 13 пропавших без вести человек, о которых нам известно. И всех их объединяло одно: они были украинскими патриотами и не признавали аннексию полуострова. Зрозуміло, що в цих перших викраданнях винними є учасники так званої Кримської самооборони. Цією Кримською самообороною тоді керував Михайло Шеремет. Потім він став так званим віце-прем'єром незаконного уряду Криму. Це найблизький друг Сергія Аксьонова. Я стверджую, що Михайло Шеремет є одним із вбивць тих людей, яких викрадали перші місяці власне російської окупації Криму.